Интервью в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. 18 апреля у всех жителей республики будет возможность принять участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки вакансии «Работа России. Время возможностей». Мероприятие состоится во всех районах Якутии, а в столице желающих найти работу встретят в музее «Россия. Моя история». О том, как пройдет ярмарка, чего ждать соискателям и какие профессии наиболее востребованы, мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Георгий Борисов, заместитель председателя Государственного комитета занятости населения республики. Георгий Иванович, здравствуйте. Доброе утро. Ну что ж, расскажите, насколько масштабная ярмарка планируется в этом году и какие крупные компании будут представлены? Да, спасибо. Действительно, завтра, 18 апреля, у нас проводится Всероссийская ярмарка трудоустройства. Данная ярмарка проводится третий год. Это самая такая масштабная ярмарка, проводится по всей стране, во всех регионах нашей Родины. И здесь, в Якутии, ярмарка в очном формате проводится во всех муниципальных районах. В городе Якутске проводится в историческом парке «Россия. Моя история». Начало ярмарки 10 часов. И здесь действительно вот эта ярмарка самая крупная, поэтому на нее мы очень большое внимание обращаем. На сегодня уже заявили свое участие более 300 работодателей, в том числе 100 работодателей будут представлять свои вакансии в историческом парке, 210 работодателей по всем районам. Всего вакансий по республике более 7 тысяч на сегодня. Вот, как вы уже сказали, третий год проводится ярмарка. Скажите, вот насколько продуктивен такой формат проведения ярмарки и увеличивается ли число людей, посетителей ярмарки, которые вот приходят, трудоустроятся? Действительно, интерес большой. Вот, как я сказал, уже более 300 работодателей по всей республике, 7 тысяч вакансий. В прошлом году ярмарку посетили более 5 тысяч, из них 3,5 тысячи незанятых и безработных граждан, 2,5 тысячи студентов, которые выпускаются. Ну и кроме этого, конечно, проводится параллельно ярмарка учебных мест, где старшеклассники могут посмотреть наши учебные заведения среднего профессионального образования, высшего образования, посмотреть их программы образования и посмотреть мастер-классы, которые они подготовили для них. Это было по сравнению с первым годом, конечно, больше, поэтому в этом году тоже мы думаем, примут много граждан. И в связи пользуясь случаем, хочу пригласить жителей нашей республики посетить эту ярмарку. Ну и, конечно же, думаю, всем интересно, какие профессии больше всего представлены на ярмарке, в каких сферах? Если посмотреть вакансии, то, конечно, в специфику нашей республики более представлены технические вакансии, особенно в промышленной отрасли. Есть экономические профессии, много представлены вакансий по правоохранительным всем организациям, органам. Чуть представлено здравоохранение, образование, культура. Вот такие отрасли все очень ярко представлены. Поэтому вакансий достаточно. И думаю, каждый житель, который хочет найти себе подходящую, хорошую работу, может прийти и найти такую работу. Ну, конечно же, в Якутске самая концентрация предложений, скорее всего, да? Как обстоят дела с предложениями в районах? И вообще бывает ли такое, что жители из других районов трудоустраиваются сюда, в Якутии, на таких ярмарках? Действительно, конечно, распределение вакансий разное. Есть районы, где вакансий где-то в районе 50, 100, в более крупных районах до 500, 1000 вакансий. Да? В городе Якутске самое максимальное, конечно, это порядка 4700 вакансий. Ну и, конечно, здесь
большой интерес, потому что скопление населения и работодателей, в связи с этим очень большое количество вакансий. Здесь работодатели проводят собеседование. Каждый соискатель может уже обговорить детали, какие вот этих вакансий, да, рабочих мест, которые представляются. Организуется открытый отбор. Если, например, человек не может подойти, то он обращается в Центр занятости и по направлениям образования, здравоохранения и промышленности, это 3 компании Алмаза Набара, Нернгри-Металлик и Эльга-Уголь, они проводят открытый отбор дистанционно через ВКС в определенное время. Поэтому каждый житель республики может по связям ВКС уже поинтересоваться и найти себе подходящую работу. А расскажите о статистике прошлых лет. Какие специалисты чаще всего трудоустраиваются? Ну и вообще, какие цифры вообще известны, которые можно уже озвучивать по итогам? Вот по итогам прошлого года более 1200 человек получили предложения от работодателей, из них более 400 человек трудоустроены. Например, такие в Алроса трудоустроилась выпускница по специальности операторы ВМ. В ЯПАК здесь трудоустроилась девушка в отдел кадров. Вот таких участники СВО тоже трудоустраиваются. Кстати, организуются консультационные зоны по открытию собственного дела, как получить социальный контракт. И для участников специальной военной операции тоже будет работать зона консультационная. Мы ее создали совместно с Госфондом защитника Отечества, и поэтому каждый человек по своим направлениям может прийти, поинтересоваться. Также представлен агропромышленный комплекс, проект «Работа за городом» будет тоже представлен. Вот в таком плане. Ну вот вы уже рассказали, да, что очень много площадок, различных мероприятий, а возможно что-то для школьников, даже профмероприятия какие-то устраиваются. Ну, можно рассказать о тех, которые вот особенный успех и отзыв получили. Кроме очного собеседования, и заочного, да, с работодателями организуются, уже сейчас на этой неделе проводятся профориентационные туры. Их 80 штук. Вот эти профориентационные туры как раз-таки направлены на ребят, школьников, чтобы они уже воочию посмотрели условия работы. Например, в больницы могут съездить, поликлиники, какие-то промышленные цеха, территории посещают. МЧС, пожарные и так далее. Вот профориентационные туры такие проводятся. 43 мастер-класса представлены. Это и во всех районах, и здесь, в городе Якутске, в рамках ярмарки учебных мест. В мастер-классах они могут посмотреть, например, дактилоскопия, как ставят инъекции и так далее. Вот такие мастер-классы. Будет принимать участие Сбер по мастер-классу с ИИ, как составлять резюме, например. Кстати, если есть такая рекомендация, подходить с резюме, чтобы сразу можно было ее оставить у работодателя. Если нет резюме, то наши специалисты центров занятости помогут ее составить и распечатать. А как проходит поиск работ для соискателей? И какой бы вы дали совет тем, кто пришел в первый раз, помимо резюме? Будет, конечно, здесь интерес каждого. Если человек, например, заинтересован в определенных каких-то направлениях, в том помещении, где все вот это проводится, отрасли будут зонированные, да?
Поэтому по вот этим зонам к определенным работодателям можно подойти, побеседовать, пройти собеседование, оставить свое резюме. Или, если есть такая необходимость, пройти всех работодателей. Времени достаточно. Мероприятие проводится завтра с 10 до 15 часов, поэтому время всех обойти тоже есть. И, конечно, например, если это здравоохранение, это не означает, что у них нет технических каких-то вакансий, например, электрогазосварщик. Вот, поэтому такая рекомендация тоже уместна. Но я еще вот хотела уточнить, все-таки вот ранее мы говорили про ВКС-связь. Я думаю, что наверняка есть люди, да, наши зрители, которые не могут присутствовать, допустим, в городе, да, но хотели бы как-то тоже принять участие в этой ярмарке. Это можно как-то онлайн? Ну вот для этого надо обратиться в центр занятости и по месту жительства. И они уже скажут, во сколько часов, какая компания принимает, здравоохранение во сколько принимает, образование. Вот. Все контакты и места проведения, программа Всероссийской ярмарки трудоустройства имеется на сайте Госкомитета занятости, Центра занятости населения, в социальных сетях. Поэтому сегодня постарайтесь связаться и уже завтра прийти подготовленным. Ну что ж, Георгий Иванович, спасибо, что вы уделили время, ответили на наши актуальные вопросы на такую очень важную для населения тему. Ну что ж, это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.